Аналога такой отопительной системы нет почти во всей стране. В этом году котельня номер 27 будет запущена на новых мощностях. Теперь, после установки этого оборудования, управление здесь дистанционное. Все данные передаются на диспетчерский пульт в контору. Таким образом будет обслуживаться 42 дома. Что из себя представляет автоматизация? Вот все данные, необходимые для управления конкретно котельными, котлами, насосами, горелками. Через этот щит передается на диспетчерский пульт, который находится у нас в конторе. И оттуда уже управляется этой котельной. До конца этого года планируется запустить еще 11 таких дистанционных объектов. Регион готовится к отопительному сезону уже с мая. Специалисты жилищно-коммунального хозяйства завершают последние приготовления. Постоянно действующий оперативный штаб пристально следит, чтобы все работы производились в срок, а главное качественно. В мае текущего года в министерстве был подготовлен и утвержден план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Чеченской Республики к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов. Также был утвержден постоянно действующий оперативный штаб по контролю над ходом подготовки предприятий. А в муниципальных образованиях созданы комиссии по оценке готовности предприятий ЖКХ, это уже на местах. Уже более 2500 многоквартирных домов готовы к зиме. Котельные, тепловые сети и водозаборы в 100% готовности. По словам специалистов, остались только косметические работы. Дом Умара Бунтышева привязан к этой самой 27-й котельной. Мужчина говорит, что проблем с отоплением никогда не бывает. По поводу обеспечения нас теплом у нас проблем не было. В этом году, будем надеяться, будет еще лучше. В общем, мы не мерзли. Наоборот, даже другой раз бывает и окна открывали, они работают, я так понял, по графику температурному. Началом отопительного сезона, как и всегда, станет 15 октября. К теплу будут подключены все бюджетные учреждения и организации. Отметим, к этому сроку всем службам предстоит сдать свои объекты. Асан Эльбукаев, Дауд Куруев. Новости.